Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья. Аллаху, 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 Аллах. Во-первых, хочется воздать хвалу Аллаху за то, что Он нас с вами сделал из числа мусульман. И каждый, пускай над этим тоже задумается, и часто нужно восхвалять Всевышнего Аллаха за это. Почему? Потому что, посмотрите, во всем мире большинство же ведь не мусульман. Из мусульман тоже, к сожалению, многие не соблюдают религии. Это везде, повсеместно распространено. Но Аллаху Та'аля нас с вами сделал из числа тех, кто соблюдает, из числа тех, кто ходит в мечеть, из числа тех, кто сегодня тоже здесь присутствует на маджлисе знаний. Поэтому это великое благо. В то время, в которое мы живем, мы знаем время смут, время грехов. Все грехи распространены. Но тем не менее Аллах нам дал иман, нам дал силы поклоняться Ему и дал возможность вот так посещать маджлисы знаний. Каждый человек, его Всевышний Аллах по-своему испытывает, каждого человека. Не просто даже человека, можно сказать, и общины Аллах испытывал по-своему. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, он рассказывает, он говорит, в общинах, которые были до вас, жил царь, безбожник, и у этого царя был колдун. Вот эти черные грязные дела, все свои царь, этот безбожник, делал через своего колдуна. И когда этот колдун, он постарел, уже видит, силы его покидают, он обращается к царю и говорит: «О царь, найди мне молодого юношу, чтобы вот все, что я знаю, я передал ему, и чтобы дальше он тебе служил». И ему нашли молодого юношу. И этот юноша начал ходить к нему на уроки. И он его обучал этому колдовству. И однажды, когда этот юноша шел по дороге, он увидел, что кто-то рассказывает о чем-то, и вокруг него собрались люди. Он подошел, и оказывается, там был монах, единобожник, который рассказывал людям о вере в единого Бога. И этот мальчик начал слушать его. И так получалось, что он чуть опаздывал на урок, когда его слушал, и домой тоже опаздывал. И этот колдун его за то, что он опаздывал, наказывал. И этот мальчик к монаху обратился: вот так он меня наказывает, говорит, что мне делать? И монах ему говорит: когда ты будешь идти к колдуну, и когда ты опоздаешь, скажи, меня дома задержали. Если ты домой опоздаешь, скажи, меня колдун задержал. И вот так он дальше ходил на уроки. И однажды из дней этот мальчик, он, идя по дороге, увидел, что люди стоят и не могут пройти. И он увидел огромное хищное животное, которое разлеглось на дороге и не давало никому пройти. И этот мальчик сам себе сказал: сейчас я узнаю, кто на истине, этот монах или этот колдун. И он взял камень и, прежде чем бросить, сказал: с именем Бога этого монаха, и бросил это животное. И оно упало замертво, умерло. То, что случилось, он уже пошел монаху, рассказал о том, что случилось. И монах ему говорит: ты превзошел меня. То есть монах такие караматы, да, вот такие сверхъестественные вещи ему Аллах не дал это. Но этот мальчик это сделал, и когда он увидел от него это, он говорит: ты меня превзошел степенью. И ему далее монах говорит: когда наступит тот день, когда тебя будут наказывать, испытывать тебя, не указывай на меня, не говори, что я тебя этому обучил. И вот так они разошлись,
И после этого этот мальчик начал исцелять людей. Разные болезни, с разными болезнями люди проходили. Слепой, глухой, проказа, разные болезни он лечил. И вот это дошло, то, что мальчик лечит людей, до визира этого царя, который был слепым. И этот визирь, он набрал много подарков дорогих и пришел к этому мальчику. Обратившись к нему, он сказал: «О мальчик, если ты мне вернешь зрение, я тебе очень вознагражу за это большими дорогими подарками». И мальчик ему говорит: «Поистине зрение возвращает Всевышний Аллах, и я это не делаю. Если ты хочешь, чтобы тебе Всевышний возвратил зрение, уверуй в него». И тогда этот визирь, он засвидетельствовал, что нет Бога, достойного для поклонения, кроме Аллаха. Мальчик поднял руки, сделал дуа, Аллах вернул зрение этому визирю. На следующий день визирь приходит к царю, да, он уже у него работает. И царь видит, что он зрячий. И он говорит: «Кто вернул тебе зрение?» Визирь говорит: «Мой Бог вернул мне зрение». А этот царь говорит: «Разве я не являюсь твоим Богом?» Визирь говорит: «Мой и твой Бог – это Всевышний Аллах». Тогда царь начал спрашивать, откуда он этому научился. Он указал на этого мальчика, кто ему этого обучил и так далее. Затем, когда мальчика привели, его тоже начали наказывать, и он сказал: «Тот монах меня научил». Монаха тоже привели. И визирю говорит этот царь: «Откажись от своего Бога, или же я тебя убью». Он говорит: «Я не откажусь». Тогда принесли пилу, и на глазах у этих обоих, у мальчика и монаха, его распилили в живом виде на две части. Затем он обращается к монаху, он говорит, этот царь-безбожник: «Откажись от своего Бога, если хочешь остаться в живых». Он говорит: «Нет». Тоже распилили на две части, в живом виде, вот так. Далее он к этому мальчику обращается, мальчик тоже отказывается. И царь говорит своим воинам: «Возьмите его, отнесите его на большую гору, на самую вершину и сбросьте его оттуда. Там предложите ему, чтобы он отказался. Если он откажется, оставьте, то есть откажется от своего Бога, оставьте в живых. Если не откажется, то сбросьте его». Они взяли этого мальчика, начали подниматься. И когда уже близко подходили к вершине горы, мальчик обращается к Аллаху: «О Аллах, ты мне достаточен, помоги мне». И по воле Аллаха произошло там же землетрясение, все умерли воины, он один остался в живых. Он приходит, возвращается к царю. Царь видит, что, говорит, там стало, ты как живой остался. Он ему рассказал то, что случилось. Теперь царь говорит другим воинам: «Возьмите его, посадите на корабль, заплывите в море в середину и сбросьте его там». Они так и сделали, уже доплывали до середины, можно сказать. И здесь мальчик делает дуа: «О Аллах, ты мне достаточен, помоги мне». По воле Аллаха поднялся шторм, все утонули, кроме мальчика. Мальчик возвращается, царь видит его живым. И говорит, что случилось, мальчик ему рассказывает. Теперь этот мальчик говорит царю: «Хочешь, говорит, меня убить? Если хочешь меня убить, тебе придется сделать то, что я тебе скажу. И если ты это сделаешь, только тогда ты меня убьешь». Царь говорит: «Рассказывай». Мальчик ему говорит: «Ты должен всех людей собрать на площади, меня распять на кресте, взять мой лук, колчан и стрелу, натянуть лук и громко перед всеми сказать с именем Бога этого мальчика. И стреляй, говорит, и ты меня убьешь этим самым». Царь же хотел его убить. Он это все сделал. Натянул лук, выстрелил прямо в голову, и мальчик замертво умер, сразу умер.
Все люди, которые там видели это все, они все сразу уверовали. Потому что они могущество Аллаха увидели. Они же знали, что он не мог его убить. Но с именем Аллаха, с именем Бога, он сразу умер. И вот эти приближенные царя сказали, чего ты больше всего опасался, то и случилось. Все люди уверовали в единого Бога. Теперь этот царь говорит, возьмите, говорит, выройте большую яму, разожгите большой огонь и каждого подносите туда. Если он отказывается от своего Бога, оставляйте в живых. Если он не отказывается от веры в единого Бога, бросайте его живьем в огонь. И вот так всех начали бросать туда. И дошло, говорит, дело до женщины с грудным ребенком она была. Она находилась с грудным ребенком, и она начала колебаться. Мы же знаем, какая материнская любовь бывает. А мать, особенно когда грудной ребенок, сильная очень любовь. И когда она начала колебаться, по воле Аллаха этот ребенок заговорил и сказал: «О мама, ты на истине, прояви терпение». И их тоже вот так же забросили туда. Вот, дорогие мои братья, смотрите вот на этот прекрасный пример. Эти люди своей жизни отдали просто за то, что они не отказались от веры в единого Аллаха. Также еще один случай хочу привести. Мы с вами знаем, дорогие мои братья, сахабы, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, они, каждый из них является феноменом. Таких людей не было и не будет никогда. И каждый, если изучить каждого историю, она вызывает удивление каждого из сподвижников. Был один из великих сподвижников, Абдуллах ибн Хузафа, да будет доволен им Аллах. И этому человеку, он встретился с двумя царями великих держав. Первый это был Хасрой, персидский царь. Второй был царь византийцев. Вот эти две встречи расскажем тоже, как они были. На 6-м году по хиджре, по мусульманскому летоисчислению, хиджра, если кто не знает, это мусульманское летоисчисление начинается, когда пророк саллаллаху переселился с Мекки в Медину. Вот 6-й год уже был, когда пророк саллаллаху находился в Медине, он написал письма царям. И одно из писем вручил Абдулле, чтобы он отправил персидскому царю. И когда Абдулла прибыл в этот дворец, этот царь сказал, чтобы украсили все, этот дворец украсили, они же принимали так на уровне людей. А Абдулла в такой простой одежде, такой пыльной одежде, в простой одежде зашел туда, гордо, не склоняя голову, а тогда у них было принято голову клонить этим царям. Он голову тоже не клоня, он говорил, мы кланим только перед Всевышним Аллахом голову, когда ему сказали там. И когда он подходил, его остановили, сказали: дай это письмо. И он не отдал, он сказал: мне пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, чтобы я лично ему в руки вручил. И тогда ему Хасрою перевели, он сказал: оставьте его, пусть подходит. Он отдал это письмо. Хасрой прочитал это письмо, он только увидел от Мухаммада, посланника Аллаха. Он разорвал, он в ярость, бешенство пришел, то, что пророк, саллаллаху, свое имя впереди его имени написал. Настолько гордый был этот человек. И он вот это все время, он сказал: выведите его от злости. И Абдулла, он вот это все когда видел, он думал про себя, что со мной сделают. И он далее про себя же говорил: для меня без разницы, что со мной сделают. Главное, я выполнил повеление посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И когда Абдуллу вывели с дворца, он сел на свое верблюдо и помчался домой. Прибыл в Медину, пророку, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал, что случилось. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да разорвет его Аллах царство. Вот такой дуа сделал. Потом же мы знаем, во время Умара Схаба Аллах разорвал его царство, не осталось. Персидская империя не осталась, Персии. Она была уничтожена мусульманами. И далее, когда в себя пришел этот Хасров, он спросил, где он, этот посол. Они сказали, он умчался. Он за ним погнал людей, они не догнали его. Потом он написал, у него Базан был, на Аравийском полуострове был его наместник Базан. Он ему пишет письмо: отправь своих 2 силачей к Мухаммаду, пусть они приведут его ко мне.
Базан прочитал письмо, отправил их туда, пророку, саллаллаху алейхи, в Медину. Они приходят в Медину и обращаются, подходят, кто здесь Мухаммад, и говорят, наш предводитель сказал, чтобы ты с нами пошел к нему, чтобы мы тебя забрали. Если ты с нами пойдешь, он за тебя промолвит слово Хасрову. И посланник Аллаха, саллаллаху, заулыбался, да. Пророк, алейхиссалату вассалям, пророки, они кроме Аллаха же никого не боялись из людей и вообще творений. Он им сказал, где вы остановились, там оставайтесь, завтра приходите. Они пришли на следующий день. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, передайте Базану, что Хасров он убит своим же сыном. И еще передайте ему, пусть он уверует в единого Аллаха, и что я его посланник также. И если он это сделает, говорит, вот это то, что он правит, я оставлю ему, он будет правителем этого. И тогда они отправились, Базану рассказали о том, что случилось. И через некоторое время от сына Хасрова пришло письмо. Он сказал, да то, что мой отец притеснял людей, я его убил. И этот Базан понял, что это истинный посланник Аллаха. Он уверовал, и многие этой местности также последовали за ним и уверовали. Второй случай, который случился с Абдуллой ибн Хузафой, да будет доволен им Аллах, это уже было во время правления Умара Асхаба, да будет доволен им Аллах. Умар Асхаб отправил, да будет доволен им Аллах, войско на византийцев. И так получилось, что византийцы, они взяли в плен мусульман. И один из пленных был Абдулла ибн Хузафа, да будет доволен им Аллах. И этот византийский царь сказал, принесите мне одного из пленных мусульман. Я слышал, что они самоотвержены, все отдают за свою религию. Хочу на самом деле убедиться, они таковы или нет. И так получилось, что из этих пленных Абдуллу именно привели к нему. И этот византийский император говорит, Абдулле, я тебе, говорит, предложу одну вещь. И если ты это примешь, я тебя отпущу на все 4 стороны. Абдулла говорит, ну скажи, говорит, то, что ты мне хочешь предложить. Император говорит, прими христианство, тогда и уходи куда хочешь после этого. Абдулла, да будет доволен им Аллах, говорит, я это никогда не сделаю. Далее император ему говорит, я вижу, ты доблестный человек. Таких людей хотел бы рядом с собой видеть. Прими христианство, я с тобой поделюсь властью, сделаю приближенным, дам тебе также часть из богатств своих. Абдулла говорит, да будет доволен им Аллах. Ты, говорит, все богатство свое и все богатство арабов дай, говорит, мне. Я тогда тоже ислам не приму. То есть христианство не приму. Тогда, говорит этот царь, тогда мне придется тебя убить. Абдулла говорит, все, что хочешь, то и делай. И этот царь приказывает, чтобы Абдуллу распяли на кресте, его привязали, и по-гречески говорит лучникам, стреляйте рядом с руками. Они стреляют, запугивают он Абдуллу, стреляют рядом с руками. После этого он опять предлагает принять христианство. Абдулла отказывается. Он говорит, этот император, стреляйте рядом с ногами. После опять предлагает принять христианство. Абдулла отказывается. Затем он говорит своим приближенным, принесите большой казан, большую кастрюлю принесите, залейте маслом и вскипятите его. Они принесли этот казан, вскипятили его, и царь говорит, 2 мусульман принесите и бросьте их живьем туда, перед Абдуллой. Они принесли и бросили, и они сразу, вот в масле, когда мясо, оно отделяется от костей, вот так же отделилось. Абдулла все это видел. И он ему говорит, прими христианство после этого. Абдулла говорит, никогда это не сделаю. Затем он говорит, убейте его, забросьте его тоже туда. И когда Абдуллу поднесли прямо к этому котлу, и Абдулла начал плакать. И эти говорят, приближенные царя, он плачет, из-за страха он плачет. Царь говорит, ко мне его приведите, не бросайте его. Привели к царю,
И он говорит ему: прими христианство. Абдулла, ради Аллаху анху, в более жесткой форме отказался. И тогда ему этот царь говорит: горе же тебе, зачем же ты заплакал? Абдулла говорит: я, говорит, подумал, вот такой смертью, говорит, я умираю один раз всего лишь. Я, говорит, пожалел, говорит, о том, что вот я хотел, говорит, чтобы столько волос у меня на теле есть, столько раз, чтобы я умирал вот такой смертью. И я из-за этого заплакал, мне обидно стало, что один раз я умираю такой смертью. Тогда этот царь все, он понял, что он просто проиграл. И он сказал Абдулле, он говорит: если ты меня поцелуешь в голову, я тебя отпущу. И Абдулла добавил еще, он сказал: если ты отпустишь меня и всех пленных мусульман, я это сделаю. И про себя он подумал: ничего страшного не будет, если этого врага Аллаха в голову поцелуют, зато столько мусульман отпустят. И он согласился, он поцеловал его в голову, и этот царь отпустил его всех мусульман. Когда они прибыли в Медину, Абдулла рассказал Умар Асхабу то, что случилось. И Умар Асхаб, да будет довольным Аллах, он сам поцеловал голову и сказал всем там мусульманам, воинам: все целуйте голову Абдуллы. Вот, дорогие мои братья, посмотрите, какой прекрасный пример, да, и до этого. Люди раньше, да, жизнь отдавали за религию. Я далеко не буду идти. Наши с вами предки, мы прекрасно знаем, во время коммунизма, сколько алимов в жизни отдали, сколько убили, сколько в Сибирь отправили. Даже так же, мы же это знаем прекрасно. А это их испытание было. Но ведь нас сегодня тоже Аллах испытывает чем-то тоже. Правильно же? Знаете, чем нас сегодня Аллах испытывает? Благом, благами испытывает нас. Валлахи, нас благами Аллах испытывает. Нету ничего, нету трудностей, никаких нету. Нету же. Альхамдулилля. Покажите здесь, кто с голода умирает, с холода умирает, убивает, притесняет его. Где такие? Нету же их. Мы в благах сегодня, дорогие мои братья. Это испытание наше. Сегодня тоже алимы говорят, нам с вами сегодня шукру делать не хватает. Благодарить Аллаха, сказать: я Аллах, альхамдулилля, тебе хвала за все. Людей видишь, да, вот, как ты говоришь, спрашиваешь многих, жалуются на жизнь он, мало ему, все подорожало и так далее, да, разные разговоры. Скажи: альхамдулилля, все прекрасно. Хоть даже все подорожало, дорогие братья, легче деньги зарабатывать. Простой школьник может летом за 100 тысяч себе iPhone купить, пойти поработать. Это столько случаев таких есть, да, вот. Просто идет, зарабатывает, iPhone за 100 тысяч покупает. Школьник просто. Вот так мы сегодня с вами живем. Поэтому, дорогие мои братья, нам надо благодарить Аллаха. И сегодня нам с вами жизни тоже за религию пока еще до этого не дошло. Дай Аллах, если до этого дойдет, чтобы мы задние не дали, чтобы мы до конца шли. До конца шли. Дай Аллах. Сегодня жизни тоже отдавать не надо. Сегодня вот что мы можем делать для религии с вами? Ведь каждый мусульманин же должен свой вклад вносить. Правильно же? Это же не только имам должен делать. Не только же алим, ученый. Это каждый мусульманин должен делать. Вносить свой вклад в ислам. Помощь свою оказывать религии. Самое легкое, вот я то, что вам могу предложить, самое легкое для вас всех. Делайте то, что вам имам говорит. И все. Валлахи, это самое легкое. Вам придумывать ничего не надо, что делать, как делать. Имам есть иногда, когда нужды есть какие-то. Он говорит: эй, джамаат, вот такому-то брату надо помочь, такой-то сестре надо помочь, мечеть надо помочь построить. На это надо собрать, допустим, да. Вот что нам надо сегодня делать, дорогие мои братья. Поэтому постарайтесь быть именно из тех мусульман, которые рядом с имамом. Сегодня, клянусь Аллахом, очень мало мусульман, это во всех практически джаматах,
Вот который просто может подойти к имаму и сказать: имам, я тебе чем могу помочь? Даже Садриддин, таких же мало. Имам должен обращаться обязательно к джамаату. А чтобы джамаат пришел, просто подойти: имам, вот какая от меня помощь? Что я могу сделать? Таких очень мало, дорогие братья. К сожалению, единицы даже. Я во многих местах работал. Почти не было таких. Единицы были люди из всех. Поэтому вы, это вам на заметку, постарайтесь быть из таких быть. Из таких людей. Потому что в этом для вас барака, благодать будет. От Али Асхаба передается, да будет доволен им Аллах. Он говорит: имам, он обязан выносить решение по справедливости, и он обязан веренное на доверенное оправдывать. Вот эти две вещи, это его обязанность. То есть, когда имам какое-то решение выносит, ему безразлично его родной брат на одной стороне, а на другой чужой человек. Он с рамок шариата не выходит. Он выносит решение по справедливости. Это справедливый имам. Он желает того, чего желает себе любому мусульманину. Когда к нему обращается мусульманин с какой-то проблемой, с личной, он никому не рассказывает. Это справедливый имам. И далее Али Асхаб говорит: если он будет это делать, вот эти две вещи, то мусульмане обязаны ему подчиниться, этому имаму. Обязаны подчиниться ему. Это обязанность, понимаете, дорогие братья? Сегодня мы в такое время живем, многие думают, когда имам обращается: так да, сказал. Если имам обратился к вам, вы уже обязаны, если у вас возможность есть сделать, вы призыв вот из имама должны отреагировать на него. Если вы не отреагируете, это грех получается вам. Потому что обязанность мусульманина подчиниться имаму, именно справедливому имаму. Я даже не сомневаюсь, что ваш имам справедливый. Поэтому, когда он к вам обращается, вы, дорогие мои братья, отвечайте на его призыв. И вам всем барака будет от этого. В судный день вам легче каждому будет отвечать. Потому что, почему имам именно? Потому что все проблемы джамаата, проблемы ислама, он же больше об этом думает. Он же больше к нему обращается. С этим вопросом он сталкивается. Поэтому он видит, где больше проблем, и с этими проблемами, когда сам не может один сделать, а сам имам практически ничего не может без джамаата, он обращается к джамаату. От Абу Умамата передается, он говорит, да будет доволен им Аллах. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда делал хутбу в прощальном хаджи, он обратился к людям и сказал: «Иттакуллаха, вассаллю хамсакум, васуму шахракум, вадду заката амваликум, вати'у за амрикум, тадхулу джанната раббикум». Пророк, алейхиссалату вассалям, обращаясь к мусульманам, говорит: бойтесь Аллаха. Первое, то, что он сказал. Бойтесь Аллаха. Бояться Аллаха что такое? Выполнять его повеление, остерегаться его запретов. Это богобоязненность. Далее пророк ﷺ говорит: «Вассаллю хамсакум». 5 ваших намазов совершайте. Второе. Третье говорит: «Васуму шахракум». Поститесь ваш пост, месяц Рамадан. Четвертое. Выплачивайте закат, говорит пророк ﷺ. Пятое говорит: подчиняйтесь вашим правителям, имамам вашим. И вы войдете в рай, говорит пророк ﷺ. Вот эти 5 вещей, то, что посланник Аллаха ﷺ перечислил, делая это, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: вы войдете в рай. Вот из этих 5 вещей что-нибудь трудное есть, дорогие братья? Ничего трудного нету, все просто и легко. Просто надо соблюдать это. И по милости Аллаха, иншаллах, мы войдем в рай. В другом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ас-сам'у ва-та'ату аля аль-мар'и аль-муслими фима ахабба ва кариха ма лам ю'мар би-ма'сиятин, фа-иза умира би-ма'сиятин фа-ла сам'a ва ла та'ата». Мусульманин обязан подчиниться
своему правителю, имаму имеется в виду, в том, что он хочет и в том, что он не хочет, до тех пор, пока он не будет его призывать к греху. А когда он его будет призывать к греху, тогда нету ни подчинения, ни послушания. Вот здесь, обратите внимание тоже, да, на этот хадис. Именно когда мы подчиняемся? Во всем, когда нету повеления, чтобы мы совершили грех. Мы обязаны подчиниться. Даже шариат нам говорит, вот мусульманскому правителю, мы даже если он грешник, если он нам повелевает, благое идет, мы обязаны подчиняться ему тоже. Всевышний Аллах говорит в Коране, бисмиллахи рахмани рахим, «Я юхаллазина аману ати'у Аллаха ва ати'у Расуля ва улил амри минкум». О, вы те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху и Его посланнику и над теми, кто вами правит. Разъясняет этот хадис Муджахид. Он говорит, и другие ученые, улил амр, то есть те, которые повелевающие, это, говорит, алимы, знающие религию, знающие Коран, имамы, это эти люди, говорят, об этих людях сказано. Поэтому, дорогие мои братья, давайте будем из числа тех мусульман, которые следуют тем хадисам, о которых мы сейчас говорим. И чтобы вы понимали, имаму от этого ни плохо, ни хорошо не будет. Если вы подчиняетесь имаму, вам хорошо. Если вы не подчиняетесь, вам плохо, барака, благодати не будет. Почему? Потому что вы ослушиваетесь Аллаха и Его посланника. И напоследок хотел бы также привести хадис пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ла тазулу кадама абдин яума ал-киямати хатта юс'аля ан умрихи фима афнаху ва ан илмихи фима фа'аля фихи ва ан малихи мин айна иктасабаху ва фима анфакху ва ан джасадихи фима абляху». Ноги раба в судный день с места не двинутся, пока его не спросят в судный день о его жизни, на что он потратил свою жизнь. Первое его спросят. Затем его спросят о его знаниях, следовал ли этим знаниям или нет. Затем его спросят за его имущество, как он приобрел это имущество и на что он его потратил. И также его спросят о его теле, на что свое тело он расходовал, дорогие братья. Смотрите на этот хадис. Первый пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: жизнь. Все мы живем, все люди живут, да? Кто-то всю жизнь грешит, умирает. Кто-то всю жизнь поклоняется Аллаху, рядом с имамом помогает имаму. Они где будут в судный день, мы прекрасно знаем. Также, второе, что говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Знание. Альхамдулилля, сегодня в такое время знания много сегодня, а мало нету, следований нету. Поэтому то, что узнали, надо делать. То, что знаем. То, что мы сегодня узнали, давайте будем делать, дорогие мои братья. Третье, насчет имущества. Как приобрел? Сегодня многие не смотрят, как они приобретают имущество. Мусульмане не смотрят. Главное, карман набить. Ростовщичество, обманывают, вероломствуют. Главное, деньги заработать. Поэтому на это тоже нужно обратить внимание, дорогие мои братья. За это будет спрошено, как мы деньги приобрели. И куда потратили тоже. Вот посмотрите, вот куда потратили, тоже на этом хочется чуть-чуть разъяснение сделать. Вот когда мы на себя тратим, мы вот так тратим, вот так. А когда мы тратим, когда говорит имам, говорит: братья, надо на мечеть, надо там мадраса построить, надо, допустим, там детские курсы идут, детям что-то взять, да. Кто-то, если 1000 рублей дает, он думает, 1 000 000 дал, он же еще гордо так уходит там. Вот так бывает. Один человек вообще, когда обратился имам к нему, мечеть строит, он там несколько мешков цемента дал, и всю жизнь он напоминал об этом. Что несколько мешков цемента на мечеть дал, понимаете?
Однажды такой случай тоже был. Это вот случай, это не единственный, это абсолютное большинство сегодня на этом, чтобы вы понимали. В одной мечети я работал и говорю одному брату, близкому своему, которого я дома сидел, кушали, вставали. Я даже не сомневался в том, что он примет участие. Тогда на то время 15 тысяч рублей нужно было. Я говорю, смотри, брат, вот здесь в мечети одно помещение у нас есть. Я думаю, говорю, я им просто мысль свою открываю, рассказываю. Я говорю, я думаю, вот сюда кондиционер поставить, летом жарко бывает. И я думаю, говорю, вот 5 человек, мы скинемся из джамата, 5 человек, по 3000 рублей. И я один из них, говорю, буду. И мы купим сюда кондиционер. Он мне говорит, это же много, говорит, вот так. А я же знаю, кто и что он. Я говорю, брат, для тебя лично немного. Почему? Потому что ты на днях, говорю, за 35 тысяч купил ноутбук. Зачем ты его взял, говорю? В рассрочку взял, в рассрочку. Ты его купил, говорю, чтобы игры играть дома. Ты, говорю, жене iPhone взял в рассрочку. У тебя денег нету, что ли, говорю? Вот так, клянусь Аллахом, большинство сегодня в таком положении. Мы себе домой в долг берем, в рассрочке, год целый отдаем, да, что-то. А когда обращаются, имам говорит, ребята, братья, надо здесь помочь. Здесь мы не можем это делать, нас не дает, руки дрожат, не идет рука. А хотя это, обратите внимание, дорогие мои братья, для себя же имам не говорит же. Вот вы, кто-нибудь из вас может сказать, Садруддин для себя просил? Никогда в жизни он для себя не просил. Я даже не знаю, что там было до этого. Я не сомневаюсь даже в этом. То, что он говорил для религии кому-то помочь. Все, только это было. Для себя же не было. А когда он говорит вам, это что? Это вы себе помогаете. Это на ахират вы делаете. То, что вы себе домой купили, оно здесь останется, никуда не уйдет. А то, что вы сделали, то, что имам сказал, а он говорит только об ахирате, то, что для ахирата вам польза, это там на ахирате будет. И напоследок один случай такой приведу интересный. Отец пришел, говорит, домой с арбузом большим. С арбузом пришел домой, поставил на стол, пошел, пока омовение туда стоит, пришел, арбуза нету, съели его. Где арбуз, говорит? Они говорят, мы съели арбуз. Он говорит, а что, меня нету, что ли, говорит? Забыли, да, говорит, про тебя. И он подумал, если сейчас они про меня забыли, я когда умру, они вообще про меня не вспомнят. Потом жене он говорит, жена говорит, я думаю, говорит, сад купить хочу, сад. Бизнесом заняться там, потом, чтобы мы отдыхать туда-сюда катались. Дай, говорит, мне в долг деньги. А у нее деньги были. Она говорит, в долг нет, я тебе дарю, говорит, на подарок тебе эти деньги. Отдыхать же любая жена захочет. Он купил сад, и что он сделал на это? Сказал беднякам, вот эти деревья, кого нуждается, заберите их. И этот сад, вот эту всю территорию вахфу сделал для ислама, для религии. Вот он красиво сделал. Он себе на тот цвет оставил уже. Хоть они дуа не будут делать за него, не вспомнят, вот этот садакатун джария, непрекращающая милостыня. Это разумные люди так делают. Но мы не говорим сейчас, все свое отдавайте, нет. Нет, про это не говорится. Сделайте себе для ахирата, братья, для ахирата. Чтобы мы, когда ушли отсюда, ушли, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, когда умирает сын Адама, все деяния прекращаются. Все прекращается, все, умер ты. Не идет тебе больше никакое вознаграждение, кроме 3. 3 пророка, алейхиссалату вассалам, исключил. Он сказал, это знание, которое оставил после себя. Сюда же можно отнести, если мы не алимы, не знающие, книги не пишем, мы можем просто купить книги и раздать их. Это тоже те знания же останутся после нашей смерти. Затем пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, ребенок, который дуа делает своему родителю.
И третье, непрекращающаяся милостыня. Это та милостыня, которая после нашей смерти остается. Вот у вас мечеть строится, свой вклад внес, все, ты умер, она пока стоит, тебе идет. На твою чашу весов капает постоянно. И любое другое дело, посади дерево, воду проведи, дорогу сделай, то, что пользуется людям. Любое другое дело. Пусть Всевышний Аллах, дорогие мои братья, нас сделает из числа тех мусульман, которые стоят рядом с имамами всегда. Рядом с имамами, чтобы мы были. Если рядом будем, это 100% барака, благодать будет у вас. Вы сами увидите. Если до этого вы не делали то, что вам сказали, то, что говорится в хадисах, вы сделаете, и вы увидите у вас как благодать, баракат, вы сразу почувствуете это барака. Потому что это порядок, который установил Всевышний. Пусть Аллах нас сделает, чтобы мы рядом с такими людьми, рядом со знающими были. Пусть Аллах нас сделает, чтобы мы расходовали свое тело, свое имущество на пути Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах нас сделает, что в судный день Аллаху Тааля нам сказал: ходите в рай, с миром ходите в рай. Алхамдулиллахи Раббил Аламин.